Лучше крепкой дружбы нет. Сколько света в этом мире, молод он в красе своей, и становится все шире и теснее круг друзей. Ты, святая земля, ты надежда, слава дедов для нас хороша. Пусть меняются нравы, одежда, не изменит дух и душа. Покружив по всему белу свету, я сегодня скажу, не тая, что милее нигде края нету. Ингушетия, гордость моя. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, дорогие друзья! Перед вами выступил ингушский детский хореографический ансамбль «Сунжа» с танцем «Ингушетия, гордость моя». Спасибо, что приняли приглашение и пришли на наш праздничный концерт, дабы насладиться истинной культурой ингушского народа. Ко Дню народного единства в адрес полномочного представительства поступает большое количество телеграмм и поздравительных писем. Мы хотим зачитать лишь несколько из них, поскольку они адресованы всем нам. Приветственный адрес главы Республики Ингушетия Евкурова Юнусбека Балангиревича, посвященный Дню культуры ингушского народа в Ростовской области.
Сердечно приветствую всех участников праздничного концерта, посвященного Дням культуры ингушского народа в Ростовской области. Ингушетия – один из самых многонациональных субъектов России. Здесь единой дружной семьей проживают представители нескольких десятков национальностей. Наш регион всегда славился не только приверженностью проживающих здесь народов к своим национальным традициям, но и уважительным отношением к обычаям и традициям других народов. Мы говорим на разных языках, диалектах, но нас объединяло и объединяет одно – любовь к Отечеству, великой России. Уверен, что проведение праздничного концерта, посвященного Дню культуры ингушского народа, будет способствовать решению вопросов духовно-нравственного воспитания молодежи, формирования толерантности и укрепления дружбы между народами. Искренне желаю всем участникам концерта крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях во благо нашей любимой России. С уважением, глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров. Правительственная телеграмма на имя Дарсигова Магомеда Беслановича от председателя Народного собрания Республики Ингушетия Сакалова Махмуда Султановича. Уважаемый Магомед Бесланович, от имени депутатов Народного собрания Республики Ингушетия и от себя лично поздравляю вас с государственным праздником, Днем народного единства. Этот праздник, продиктованный самой историей, является нам напоминанием о том, что мы единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. В самые тяжелые для России времена единство народов нашей страны помогало нам выстоять во имя достижения общей цели. От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, сил и энергии в осуществлении всего задуманного, яркой, плодотворной деятельности на благо великой России. С уважением, председатель Народного собрания Республики Ингушетия Сакалов Махмуд Султанович. У ингушей, как и у всех без исключения кавказских этносов, есть много общего. Это уважение к старшим, зажигательная лезгинка и, конечно же, гостеприимство. Но раз речь зашла о гостеприимстве, я не могу еще раз не отметить, что мы очень рады видеть всех вас сегодня в этом прекрасном зале. На нашем концерте, который организован полномочным представительством Республики Ингушетия в Ростовской области и национально-культурной автономии ингушей города Ростов-на-Дону «Единство». Аплодисменты. Работа полномочного представительства направлена на повышение социального, культурного уровня наших соотечественников. Проведен целый ряд мероприятий в самых различных областях жизнедеятельности ингушей, проживающих в городе Ростове-на-Дону и Ростовской области, о которых мы хотим рассказать вам немного подробнее. В этой связи хочется отметить подготовку и проведение выставки работ юного художника из Ингушетии Ильяса Гадиева, выразившего в своих произведениях культуру и самобытность ингушского народа. Это встречи ингушской молодежи, проводимые в полномочном представительстве с ведущими политиками, спортсменами, людьми, общение с которыми будет воспитывать в студентах стремление к самосовершенствованию, воспитывать чувство патриотизма. К примеру, это встреча с сенатором Совета Федерации Республики Ингушетия Мухарбеком Ильясовичем Дидиговым или встреча со знаменитым космонавтом, дважды героем Советского Союза Ляховым Владимиром Афанасьевичем. Отдельно хочется сказать о событии, которое произошло совсем недавно. Все вы знаете, что сейчас по календарю время совершения хаджа, паломничества в Мекку, которое должен совершить каждый правоверный мусульманин. И в этом году, благодаря помощи полномочного представительства, эту святую обязанность смогут совершить еще 3 человека. Здесь же надо сказать о посещении в канун Дня медицинского работника лечебного учреждения города Ростова-на-Дону и оказании спонсорской помощи. Также посещение исправительных колоний, в которых благодаря усилиям и поддержке полномочного представителя были открыты молельные комнаты. И, конечно же, мы должны сказать о детском доме номер 10 города Ростова-на-Дону, над которым взято шефство. Оказывается регулярная спонсорская помощь, в связи с чем Министерство общего и профессионального образования Ростовской области в своем письме выразило глубокую благодарность за заботу и внимание к судьбам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Полномочное представительство уделяет очень большое внимание физическому воспитанию молодежи и подрастающего поколения. И здесь можно говорить бесконечно о тех мероприятиях, встречах,
Соревнования, которые проводились при его непосредственном участии и поддержке, как моральной, так и материальной. Это чемпионат и первенство России по кикбоксингу, в котором приняли участие более 400 сильнейших бойцов России. Регулярно проводятся спортивные фестивали и областные спартакиады национальных диаспор, в которых принимают участие ингушская команда «Единство», организована национальная культурная автономия ингушей города Ростова-на-Дону, президентом которой является Гиреев Зелимхан Гириханович. Не оставили без внимания молодых спортсменов, волейболистов и баскетболистов из Ингушетии. Полномочным представительством приобретено и отправлено в республику 300 мячей. Ну а о работе со студентами, о том внимании и заботе, которое оказывается представительством, уже многие знают. И мы еще сегодня скажем о результатах, к которым привела эта работа. Отметим только, что в национальной культурной автономии «Единство» организованы ансамбль танца «Война» и команды КВН «Икстайл», в состав которых входят студенты ростовских вузов. И сейчас дебют. Это первое выступление молодого, только что организованного ансамбля, которым руководит студент первого курса Донского государственного технического университета Ибиташвили Иван. Встречайте ансамбль танца «Война». молодым артистам. А сейчас с большим удовольствием мы хотим пригласить на нашу сцену
Дарсигова Магомеда Беслановича и сказать несколько слов нашим гостям. Добрый вечер всем. Салам алейкум. Что я хочу сказать? Дебют наших студентов, это не профессиональные танцоры, это ребята, которые 1,5 месяца занимались, чтобы показать свой первый дебютный номер. Я от имени главы субъекта и от председателя парламента хочу поздравить всех с праздником, который прошел, Днем народного единства. Огромное спасибо всем, кого я пригласил на этот праздник, который хотелось бы, чтобы он был для души, и вы отдохнули здесь. Я благодарен всем ректорам, которые помогали в течение года всем студентам, медицине, которая тоже оказывала содействие в лечении наших пациентов. И хотелось бы от души показать ту культуру, которая у нас есть в республике здесь. С праздником всех! Я хотел бы на сцену пригласить представителя администрации области Ломакина Геннадия Петровича и Юнуса Джумурзаева. Юнус Денисович застеснялся. Добрый вечер, дорогие земляки. Салям алейкум. С праздником! Так уж получилось, что второй год на территории Ростовской области проходят Дни культуры ингушского народа. Праздник проходит после замечательного всероссийского праздника День народного единства. Здесь было сказано, что на территории Ингушетии проживают представители разных народов, а на территории Ростовской области более 158 народов и народностей. И от нас с вами, от таких людей, как Магомед Бесланович, зависит спокойствие и соблюдение межнациональной стабильности на территории Ростовской области. И чтобы на нашей Донской земле всегда был мир, чтобы нам всем способствовала удача. И желаю вам всем счастья, успехов. Спасибо. Спасибо. Я, честно, хотел выступить после того, как пройдет наш концерт, сказать им огромное спасибо. Ну, заранее говорю огромное спасибо всем тем, кто приехал сегодня на наш с вами праздник. К сожалению, так уж получается, что в последнее время не так часто мы собираемся. Но я думаю, что старшие сегодня здесь присутствуют, мы с ним поговорим. Я думаю, такие встречи надо проводить почаще. Они воспитывают, наши дети ждут этого праздника. Мы с вами обязаны в какой-то степени, чтобы они знали и видели своими глазами нашу культуру. Это очень здорово. Но у нас есть Магомед Дарсигов, который обязательно 1 раз, 2 раза в году нас всех собирает. И пока он есть, у нас хорошая перспектива. Дарья Салимовна. Ну вот у нас, кроме Дарсигова, есть и другие представители, которые должны быть. Вот Алишер Алинзар смеется. Мы попросим, чтобы вы тоже как-то пример покажите проведения таких мероприятий. Мы вам поможем, поддержим, хорошо? Вот хорошо. Все слышали? Принял. Еще, буквально недавно Геннадий Петрович не сказал, в четверг нас собирал губернатор нашей области. Конечно, он озабочен в определенной степени ситуацией по межнациональным вопросам. Что надо сказать? Проблем таких серьезных нет. Мы ведем себя в целом очень хорошо, красиво, достойно. Но бывают какие-то единичные случаи. Их стало не больше. Просто пресса начала больше внимания выделять из всех этих случаев наших людей. И, к сожалению, получается картина не очень хорошая. Поэтому он просил поговорить с вами в канун праздника, чтобы все было хорошо, нормально, спокойно. Если уж от меня что-то зависит, то я должен делать так, чтобы то, что от меня зависит, было красивым, прекрасным и созидающим. Вот надо вот так вот поступать каждому из вас. И второе, он просил 4 декабря выборы. 4 декабря выборы. Просил, чтобы все пришли туда. Давайте поддержим город
тем, что утром 4 декабря мы встанем, возьмем паспорт, хорошее настроение и пойдем голосовать. За кого вы все прекрасно знаете. А так... Вы меня не поняли, я не претендую туда. А в целом, масана дерез хелилашон, чо хазду иштаха лякен, барт болш, безам болш, воши гагуш, воши тезар, хазду дерез хелилашуна, дахкан дерез мамад хонахалил. Всем удачи и счастья. У нас в гостях самая молодая вокалистка из Ингушетии, юная звезда Лемон Альгиева. Всегда с народом быть хочу, и воли радости деля, ему взрастившему меня, любови трепетной плачу, и невозможно отыскать умание его души, как милосердной души, изгоем довелось узнать. И пусть я и тем горжусь, я дочь народа своего, благополучия его, я многоличного добьюсь. И пусть я и тем горжусь, я дочь народа своего, благополучия его, я многоличного добьюсь. Народ мой не к чему прикнуть, трагично, но чиста стезя. Все помним, что забыть нельзя, дальнейший продолжая путь, достойный быть его стремлюсь, и заблуждений не тая, на тусклой сфере бытия я высоко с ним вознесусь. И пусть я и тем горжусь, я дочь народа своего, благополучия его, я многоличного добьюсь. И пусть я и тем горжусь, я дочь народа своего, благополучия его, я многоличного добьюсь.
большое, Лема. Но с Лемой приехала еще ее старшая сестра Лейла. Но давайте перед ее выходом попросим Лему, чтобы она сказала пару слов про нее. Спасибо большое. Со мной еще вместе приехала моя старшая сестренка Лейла Нальгиева. И она хочет вам исполнить песню «Кавказ». Спасибо вам большое. Как я горжусь, что я живу и радуюсь весне. Ты научил меня ценить, что нам дано судьбой. Творить добро, дарить любовь и быть всегда собой. Вам я признаюсь и не стыжусь за то, что я люблю и этим горжусь. Что родилась на прекрасной земле, за что как раз благодарна тебе. Большое Лейле. Давайте еще раз поблагодарим наших молодых юных звездочек Ингушетии Лейлу и Лему Нальгиевы. Ну а сейчас перед вами выступит гостья нашего концерта, заслуженная артистка Республики Ингушетия Алина. Seni bir palata, yakın yarısı
حربي سسونا خوني شدل ياها يفرحوا قالوا راستي سرسسي لا حاجة شيء أدماش ديني من سير دادر سيقل داتش ساعد شادو ديلا ليلش أدماش شو ديلا لي سغلتي воздушнее Дила лиш адамаш делали сыгралайчи воздушнее
Еще раз аплодисменты. Руслан, и все-таки, что для каждого из нас наша Родина? Кто-то скажет горы, у кого-то появится ассоциация с гордыми и мужественными юношами, красивыми и грациозными девушками. Ингушетия – это талантливые люди, их особый уклад в жизни, неповторимая природа, древняя культура и зажигательная лезгинка. Лезгинка – это визитная карточка не только ингушей, но и всего Кавказа. У каждого народа она своя. Ее танцуют по-разному, и звучит она у всех по-своему. Да, сегодня в мире трудно найти человека, который бы не знал этот зажигательный танец лезгинка. На Кавказе ее танцует буквально каждый. Ну а мы хотим пригласить на эту сцену настоящих профессионалов. Один из лучших танцевальных коллективов России, который с огромным успехом выступает на самых известных сценических и концертных площадках не только Москвы, Ростова и Ингушетии, но и всего мира. На сцене под руководством заслуженного работника культуры Республики Ингушетия Умара Гулиева ингушский детский хореографический ансамбль «Сунджа» с танцем «Горская новелла», который расскажет об уважении ингуша к ингушке. Встречайте, «Сунджа»! Любви незримое сияние над теми, кто влюблен, питает. Их юные сердца пленяет надежд счастливых ожиданий.
Аплодисменты еще раз. Спасибо большое нашей Суджи. Мы обещали рассказать вам подробнее о работе со студентами из Республики Ингушетия. Это встреча с ректоратами ведущих вузов Ростова, в которых обучаются юноши и девушки из Ингушетии. Это помощь в размещении в общежитиях вновь прибывших студентов, помощь в трудоустройстве выпускников вузов, организация различных мероприятий культурной и спортивной направленности. И здесь же хочется выразить огромную признательность руководству и преподавателям вузов за то внимание и поддержку, которую они оказывают нашим ребятам. Отрадно отметить, что такая работа дает свои результаты. Существенно улучшилась дисциплина наших студентов, повысилась успеваемость, о чем было сказано ректоратами вузов, которые проходили встречи. И в подтверждение вышесказанному сложилась такая статистика. Ровно год назад на аналогичном концерте мы поощряли студентов-отличников, которых суммарно во всех вузах Ростова оказалось всего 6 человек. А сегодня их уже 16. И среди них одна студентка, заканчивающая вуз на красный диплом. А ведь это рост на 290%, то есть почти в 3 раза. Значительно поредели ряды неуспевающих и увеличилось количество студентов, сдающих экзамены на хорошо и отлично. Согласитесь, это показатель. И мы надеемся, что эта цифра нашими совместными усилиями будет продолжать расти. И сейчас для награждения наших отличников мы приглашаем на эту сцену Магомеда Беслановича. А пока Магомед Бесланович поднимается к нам на сцену, хочу добавить, что всем родителям наших отличников также были подготовлены благодарственные письма и отправлены домой в Ингушетию, вручены лично на дому в канун нашего праздничного концерта. Аплодисменты. Первыми на сцену приглашаются студентка, окончившая вуз на красный диплом, выпускница Ростовского государственного экономического университета Хаматханова Роза Султановна. Видимо, Розы нет сегодня на нашем концерте, но мы обязательно передадим ей памятные подарки и благодарственные письма. Также просим подняться на сцену студентку 6-го курса Ростовского государственного медицинского университета Мархееву Залину Руслановну, заканчивающую вуз на красный диплом. Пока Залина поднимается к нам на сцену, зачитаем благодарственное письмо. Примите мои искренние поздравления и слова признательности за ваш благородный труд, достижение таких значительных успехов. Быть отличником – это серьезная работа, требующая колоссальных энергетических затрат. Но вы достигли этого упорством и неуемной тягой к знаниям. Уверен, что не иссякнет желание упорно трудиться и получить новые научные знания, творить и побеждать. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго. Полномочный представитель Республики Ингушетия в Ростовской области Магомед Бесланович Дарсигов. Следующими просим подняться к нам на сцену студентов-отличников, получающих стипендию главы Республики Ингушетия, которые тоже, мы надеемся, получат красные дипломы. Это студентки Ростовского государственного медицинского университета Балаева Мадина Алихановна. Балаева Фериде Алихановна. Картоева Молдхан Абдул Кадыровна. Аплодисменты, поддержим наших отличников. Студентка 3-го курса Ростовского государственного экономического университета Гиреева Фатима Герихановна. Студентка 2-го курса Донского государственного технического университета Плиева Зарема Абукаровна.
студентка второго курса Северо-Кавказской академии государственной службы Арсельгова Танзила Хаджимурадовна. Также мы хотим отметить еще одну группу студентов, которые еще не круглые отличники, но к этому стремятся. Это ребята, сдавшие последнюю сессию на отлично. Ростовский государственный экономический университет. Ильясова Людмила Исрапиловна. Горчханова Зарима Амирхановна. Марзаганов Азамат Хусенович. Мальсагов Магомед Исаевич. Донской государственный технический университет Ташхоев Хасан Магомедович. Аздоев Урусхан Хасанович. Аплодисменты. Мы очень рады видеть, что нашу команду отличников пополняют и юноши, чего не было практически в том году. Южный федеральный университет Богатырева Луиза Зяудиновна. Аплодисменты. Ростовский на Дону автодорожный колледж. Дегов Старождин Русланович. Спасибо большое студентам. Я думаю, что вам есть что сказать нашему полномочному представителю. Залина. Твердь Халшин, добрый вечер. Мне очень приятно присутствовать сегодня на этой сцене. И я хочу сказать о том, что в Ростове учатся немало наших студентов из Ингушетии. И все мы находимся далеко от дома и далеко от наших родителей. Но здесь у нас есть человек, который всегда поможет в трудную минуту, всегда даст правильный совет, наставит на правильный путь. Я хочу сказать огромное спасибо, Магомед Бесланович, за все, что вы для нас делаете. Мы будем помнить это всегда. Вот, и пожелать вам крепкого здоровья и успеха во всех начинаниях. И от лица всех студентов хочу сказать эти искренние слова. Спасибо вам за то, что вы у нас есть. Спасибо большое. Может, еще кому-то есть что сказать? Ну, кто скажет, мы с удовольствием послушаем. Я хочу от себя лично поздравить тех дипломированных специалистов, 2 человека, которые закончили с отличием в этом году. Тех студентов, которые получают стипендию президента Республики Ингушетия, они получают и в этом году. Так что у нас отличников не убавилось. Я очень рад, что мои слова возымели воздействие, что на этой сцене у нас добавилось студентов, которые закончили сессию на отлично. Я надеюсь, что на следующий год будет нас намного больше. Талях ты болшин маслина.
А сейчас мы просим подняться на сцену председателя Совета ректора Ростовской области, ректора Ростовского государственного экономического университета Кузнецова Николая Геннадьевича. Пока Николай Геннадьевич поднимается на сцену, я хотел бы сказать, что это один из многих людей города Ростов-на-Дону, который непосредственно оказывал содействие студентов во всех вузах, которые у нас находятся в Ростове. Начиная людей, которых нужно было устроить в общежитие, и заканчивая тех, кого можно было спасти под отчисление, он спасал. Огромное вам спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Позвольте мне поблагодарить Магомеда Беслановича вот за такую хорошую традицию. И от всего вузовского сообщества, конечно, поблагодарить руководителей всех диаспор города Ростова и Ростовской области за очень плодотворную и эффективную работу с молодежью. Вы знаете, наши руководители диаспор просто вкладывают душу в студенческую молодежь. Действительно, у нас город многонациональный. У нас только в вузах обучается свыше 7 тысяч студентов с Кавказа. И, конечно, и администрация города, и администрация области, и ректораты вузов делают все необходимое, чтобы ребятам было комфортно учиться, трудиться, жить в городе Ростове. И я хочу пожелать вам, дорогие наши студенты, получить в городе Ростове и хорошее образование, и хорошую специальность, сделать блестящий карьерный рост, чтобы вами могли гордиться и тот вуз, который вы закончили, и ваш народ, и наша великая Россия. Ребята, давайте равняться вот на руководителей диаспор, которые закончили вузы города Ростова. Это и Магомед Бесланович, и присутствует здесь Артем Арменакович, армянскую диаспору возглавляет, и Джамурзаев Юнус Денич, это кого я вижу только здесь, которые действительно многое делают для того, чтобы вы успешно учились, закончили университет, получили хорошее образование и приносили пользу нашей великой России. Спасибо, Магомед Бесланович, спасибо вам, уважаемые коллеги, дорогие. Спасибо большое, Магомед Бесланович, Николай Геннадьевич. Ну а наш праздничный концерт продолжается. И сейчас на сцену мы хотим пригласить всем вам хорошо известную и всеми знакомую и любимую певицу, студентку 5-го курса Донского государственного технического университета Малику Кациеву. Раскаленный
Спасибо большое. Аплодисменты еще раз. У полномочного представительства и национальной культурной автономии Ингушей Единства есть много единомышленников в деловой среде, проживающих в городе Ростове-на-Дону. Это люди, которые также беспокоятся о будущем нашего народа, о его здоровье и благосостоянии. Они всячески оказывают представительству Ингушетии регулярную, как моральную, так и материальную поддержку. Спасибо им за это большое. Магомеда Беслановича мы их тоже просим подняться на сцену. А пока наши гости будут подниматься, мы хотели бы зачитать распоряжение главы Республики Ингушетия Юнусбека Евкурова от 26 октября 2011 года о поощрении за достигнутые трудовые успехи, большой личный вклад в укрепление межнациональных отношений и многолетнюю общественную деятельность объявить благодарность Тангиеву Беслану Магомедгиреевичу, директору закрытого акционерного общества «Промстройсервис». К сожалению, с нами нет сегодня Беслана Магомедгиреевича. Чиркиев Ислам Умарович, врачу-нейрохирургу нейрохирургического отделения больницы скорой помощи номер 2. Аплодисменты. Яндиеву Мурхану Кадрисовичу, председателю адвокатской коллегии «Юг Право». Полковнику полиции Гирееву Бимбулату Султангиреевичу, заместителю начальника линейной полиции города Ростова-на-Дону. Захаров Андрей Владимирович, генеральный директор закрытого акционерного общества «Империал». Батажев Адам Исаевич, генеральный директор общества ограниченной ответственностью фирмы «Руслан». Грызлов Игорь Евгеньевич, председатель совета директоров закрытого акционерного общества «Империал». Албаначиев Зелимхан Суламбекович, заместитель генерального директора по экономической безопасности компании «Донской уголь». Сергей Федорович, заместитель генерального директора акционерного общества «Ростовский порт». Муцольгов Харуна Байдулаевич, адвокат адвокатской палаты Ростовской области. Аплодисменты. Сергей Федорович скажет нам пару слов. Дорогие друзья, с очень приятным чувством всегда находишься на таких мероприятиях, потому что понимаешь, что здесь сидят друзья, здесь сидят те люди, которые ценят, любят и уважают друг друга. Я хочу сказать, то, что делает Магомед Бесланович, это бесценно, потому что в нашей многонациональной стране надо в первую очередь любить друг друга. Надо понимать, что подлость, ненависть, предательство
оно не имеет национальности, как и дружба, любовь, понимание и уважение друг к другу. Поэтому давайте ценить, уважать и любить друг друга, тогда нам всем будет легче жить. И давайте тех, кто рядом с нами и несколько ведет себя неправильно, не зависит от того, русский это, белорус, чеченец, ингуш. Давайте подскажем по-доброму, по-хорошему, протянем друг другу руку. Поверьте мне, нам будет всем легче жить. Я военным комиссаром проработал 11 лет в городе Ростове. Хочу вам сказать, никогда ни я, ни мои подчиненные не разделяли ребят по национальному признаку. Если он умница, спортсмен, хорошо учится, какая разница, кто он и какую национальность имеет? Если он мерзавец, подлец, который пытается обмануть кого-то, пытается обидеть старших, какое имеет значение, если он мерзавец? Разве это имеет значение от национальности? Давайте еще раз, дорогие друзья, любить, ценить и дорожить. Уверяю вас, в нашей стране всем нам будет жить легче. А у вас, за вами молодыми, все, вы когда-то придете вместо нас. Вот сегодня хорошо сказал ректор, будущее будет все равно за вами. Будете хорошо учиться, будете востребованы везде. И в жизни, и на работе. Успехов вам, счастья в ваших семьях, добра всем нам. Спасибо большое. Ну а мы продолжаем наш концерт. Выступает молодая, но уже титулованная певица из Ингушетии, в актерской копилке которой большое количество дипломов, в том числе победительница конкурса «Молодой голос Ингушетии». Теперь она уже ростовчанка, студентка первого курса медицинского университета Анжела Арчакова. Встречайте! Храм волшебных нот, полночь на часах, что задумали звезды в небесах. Вот не спит поэт в тишине ночи с композитором, мастеря ключи. Мастеря ключи.
капли серебра сыпала в ночи. Вдруг красавец луну ранил душу ей. Расцвела звезда серебром огней. Плакала звезда, падая в тиши. Капли серебра сыпала в ночи. Вдруг красавец луну ранил душу ей. Расцвела звезда серебром огней. Bartolomé. А на сонных пялик ждутся шмялха за нарешті лучиш. Дінка черв'яра хасик холха беды. А на сонных пялик ждутся шмялха за нарешті лучиш. Дінка черв'яра хасик холха беды. Ладува хазелик суга и сещера хижай хуга. Диха хочешь димок на хапотика дезер суна. Ладува хазелик суга и сещера хижай хуга. Диха хочешь димок на хапотика дезер суна. Башырышка яғырғы елыш, көпті мұқаняшы елыш. Шолдығы тема алама, бұлидір бек ұшпала. Бермеді тінаны отсыш, мескіде солдаты болсын. Оладығы фяра хазылығы да лақсуны да шозетік. Сәні безім хақор болыш, суны везірі сақырг болыш. Фяра хазылық, фяра хазылығы да лақсуны да шозетік. Сәні безім хақор болыш, суны везірі сақырг
актерами, бизнесменах, которые оказывают поддержку полномочному представительству. Но у нас есть еще целая команда молодых и энергичных ребят, которые выполняют посильную для них работу, активно участвуют в различных мероприятиях, которые проводятся не только полномочным представительством, но и национальной культурной автономией ингушей. И этих ребят тоже хочется отметить и поблагодарить за их активность, неравнодушие и труд. Магомеду Беслановичу мы тоже просим подняться на сцену. Для поощрения за духовный патриотизм, неиссякаемую энергию и активное участие в жизнедеятельности полномочного представительства Республики Ингушетия в Ростовской области на сцену приглашаются Хашагульков Адам Русланович, Аушудиаб Харонович, Нальгиев Ахмед Хусейнович. Ужахов Мурат Султанович. Бошев Хусейн Магомедович. Кациева Малика Исаевна. Арчакова Анжела Магомедовна. Еще раз поаплодируем нашим активистам, которые оказывают нам очень большую поддержку и помощь. Спасибо вам большое. Аплодисменты. Кроме своего танцевального ансамбля, у нас есть еще один свой новый коллектив. И у них тоже сегодня первое выступление. Но мы надеемся, что они преодолеют волнение и сумеют поднять вам настроение. Итак, просим команду выйти на сцену. Мы вышли бы так, будь это любая другая команда КВН. Но сегодня не тот случай. Это команда Ink Style. Ростов, квартира, пацаны! Пацаны, я бросаю учебу и женюсь. Зачем? Понимаете, мне нужна такая девушка, которая бы мне гладила. Офигеть. А Букар, тебе не нравится, как я тебе глажу? Нет, ты хорошо гладишь. Но, понимаешь, мне нужна такая девушка, которая бы мне стирала. Чего себе? Тебе нравится, как я тебя стираю? Нет, ты хорошо стираешь, но, понимаешь, мне нужна такая девушка, которая бы мне готовила. А Букар, тебе не нравится, как я тебе готовлю? Нет, ты вкусно готовишь, но мне нужна такая девушка, которая бы меня целовала. Тима, заткнись. Настоящие ингушские мужчины бреются сразу после бритья. Сенсация! В ингушских школах диктанты проверяют на Т9. Культурные ингуши всегда встают, когда здороваются по телефону. Ростов. Типичный случай на улице. Ой, excuse me? Кто excuse me? Кто excuse me? Ты что, дерзкий? Да нет. Покажи мне, какой ты дерзкий.
Щегол, а ну-ка иди за пивом сгоняй. Вот. Эй, ты меня за щегла принимаешь? Да. Ты меня за щегла принимаешь? Да. Покажи, как ты меня за щегла принимаешь. Ты все еще здесь? Я ж тебя за пивом послал. Щегол. Вот. Я здесь детский, понял? Да. Я здесь широкий. Запомни раз. И все, давай. Горы, Тибет, монастырь. Вдох, выдох. Смертельный номер. Ингушский метатель ножей. Ну прицелься. Ну попробуй. Ну чё ты? Ну давай. Блин, отвлекает эта фигня. Что творишь, Ислам? Ингушетия. Горный аул. Medical show. حمدي يعني ما بجديش يوصل. لا نعمل يوم صباح. ازاي صوت؟ رجل ده قان لوك ايش بيورسو. قلت شو؟ قلت شو؟ ازاي؟ صدقت. لا قان سكي أخذ نخبر بوخش تاس عوخي يعني إيلار وأصحاب. ستك وخي دا وش واشت عند الدات. هني؟ هني سوق والوشي هذا كان سكورش وقت جوا وده تكتو وده واشت عند الدات. ما شو ده تاوش؟ وقت أيهم ده بتشو ما ده الدات. ازاي صوت؟ صوتهم هم لك ولا هي؟ لما ويوخو لما واشت عند الدات. هني سوق وتوشي هذا لما سجل جوا تكتو وده واشت عند الدات. ما شو ده تسوق قاوش؟ دا بشو ما ده الدات. أي بخشوا ده مش تبشتوال سوكين مش تحيالو خدا تقوتش مرقت مش دوا تنبور لك حجرها بودي قوم قاعد قزدت الوخدي ايه صابر دو هو ده جا مش بوصون بس حسيسك بردوز ايان تا اتشو مديانتي سكتيو على شو ده جواقا دا جيش بوت ах баш что-то съездил кался кефта ты в чубок сандак чудая فضل حوف شون يزحف فديك دردين حون سنجر أسبوع بار هيجي معه حون خلفيتي سون سيجي سجرزم بلقي تشيزت قوانا على أتي واش أزهار يا الله تشان شبعي دموش بقى أتي وامرسو سيج بلتي فضل دا القيل يقدريك يجد ماتي دال ياقل يول سونا سونا يزترز أصولت دايك دا يلتي قيل ما قيدة ديوتنا با كير سيسيسي قوم دا حسيسي قاوال مش كيرسو Laval asıl, laval. Sonra çoğun okudunuz, başlıyoruz. Sektiyeli de lazım. Kuat,
qua kalt hasek wat. Maar zet van iedere zwaar zo. Zo is het zeker. Да, цена зохло мухота. Падая, шкаях, хозяях, спонаях. Вест только за мечту завик. Цабадет, лилдит, цалилдит, лосегионизм. А знаете, чувак, вегора. Цунгам шок, через спидон. Да, цена зохло ходат. Ай, мы что да, фукамел да дерва, асол. Через спидизативу. Ахче русским дезерсон, шутер гаргалу езет. Это ограбление, все бабки сюда. Ха-ха. Стоять, это ограбление, деньги сюда. Ограбление, деньги сюда. Ага. Стоять, это милиция, все деньги сюда. Сицилия, семейный совет. Listen, Michael. Послушай, Ислам. Am I Englishman in New York? Все мы ингуши в Ростове. One-way ticket. Приехали сюда надолго. To be continued. И это только начало. Am I right, Mr. Al Capone? Не так ли, господин Дарсигов? Был теплый осенний день. Ислам и Лиля, как обычно, возвращались из университета. Внезапно Лиля сказала: Ислам, я долго думала и решила, нам с тобой расстаться. Страшно представить, что в этот момент творилось у Ислама в голове. Лилия сказала много слов, но в голове у Ислама была лишь одна мысль. Неожиданно разговор принял внезапный оборот. Потому что ты уходишь в армию. Да-да, ты, наверное, забыл. Мой папа заработает в военкомате. Именно поэтому нам с тобой нечем больше разговаривать. Добрый день, сержант Матвеев. Вы, товарищ Кациев? Пройдемте со мной. Пройдем. Пройдем. Делать было нечего. Кто корову догонял, кто лезгинку танцевал. Русик жвачку надувал, Мусик семечки шелкал, Мага с ангельским терпением кошку гавкать обучал. Берс уселся на заборе, Лорс забрался на чердак и сказал ребятам Тима просто так. А вот уж кто весело провел мархаш в этом году, так это таксист Магожев. Увидев вечером молодую, красивую, одиноко идущую девушку, таксист предложил ей бесплатный проезд. Девушка, естественно, отказалась. Однако личное обаяние и монтировка таксиста преодолели девичью скромность.
Да это-то что? Вот наш ингушский спортсмен международном ралли Париж, Дакар, Париж на своей ладе Приори к финишу пришел первым. Но как ему это удалось? Все очень просто. Все выехали из Парижа, а он из Дакара. Да, Кигина, а я вот опять в Париж хочу. А что, ты был в Париже? Нет, просто вчера тоже хотелось. Как говорил Оноре де Бальзак, увидеть Париж и умереть. Господин Бальзак, это у нас галашка, а не Париж. А я вот в Китае хочу. Оценить, отхватить, отмодить, Пекин. А ты что, китаец? Нет, а что? Просто страшно представить, что таких, как ты, 2 миллиарда. Нет, я ингуш. Я настоящий ингуш. Я думаю, придет время, когда ингуши и люди полюбят друг друга. Да-да. Потому что ингуши — это не люди. Это пчелы. Нет, не потому что мы организованные, трудолюбивые, а потому что мы мохнатые и на сладенькое слетаемся. А на десерт вы готовы ответить на несколько вопросов из зала. Повторите вопрос, если не трудно. Дерсиги, варвари, да? Еще вопрос. Повторите вопрос, пожалуйста. Это смотря, что Дима решит. Еще вопрос. Мышты. Марка ханит свой день. Ағылдец, yok Allah. Повторите. Абу карит якайти, вот. Помните, россияне. Все, серьезно. Помните, россияне, черное золото России – это не нефть. Потому что черное золото России нефть когда-нибудь закончится, а ингуши никогда. Удачи всем. Еще раз аплодисменты нашей новой молодой команде КВН. Надеюсь, что они оправдали свои надежды и подняли вам настроение. А сейчас мы бы хотели пригласить вновь танцевальный ансамбль «Сунжа». Сейчас ансамбль отмечает свое 8-летие, и благодаря Магомеду Беслановичу они празднуют эту дату у нас здесь, в Ростове. Поздравим этот коллектив! Аплодисменты!
И снова на сцене заслуженная артистка Республики Ингушетия Алина. Встречайте!
аплодисменты. А на десерт мы приготовили для вас сюрприз. Специально на наш концерт приехали замечательные гости из Ингушетии. Популярная группа «Город Солнца». Художественный руководитель, народный артист Республики Ингушетия Тимур Дейтов. Я, честно говоря, очень рад, что мы сюда сегодня попали и хотим присоединиться ко всем поздравлениям. Магомед, ты просто, не знаю, лучше всех, наверное, потому что ты умеешь так красиво людей собирать. И удачи вам всем пожелать. Далгату вам. Я хочу позвать на эту сцену нашу солистку Мадину Пугоеву. Встречаем! Звук, звук.
станет чудо ее свет. Я живет тысяч сынов, не бедный день свет. Он на будах и рядом будет от сынов привет. Я живет тысяч сынов, не бедный день свет. Он на будах и рядом будет от сынов привет. Лучше вешала, суда благодаря бьется, что-то худо сумута. Благодаря сумике бьется, что-то лучше вешала, суда благодаря бьется, что-то худо сумута. Марко, для вас звучит песня «Париж». Все тот же голос, тот же взгляд, как много лет тому назад. Твою парижскую печаль теперь не жаль, теперь не жаль. Пусть слава дым, и ты сгоришь, но стал твоим чужой Париж, а в сердце душная тоска. Как ты близка, как ты близка, как ты горишь, вечный Париж, лунная даль, и в сердце печаль. Так почему же мне близка твоя тоска, твоя тоска? Так почему же мне близка твоя тоска, твоя тоска? Пылает ночь твоих измен, а темный хмель волнует кровь, мою любовь, мою любовь. Скажи, что делать мне с тобой, когда Париж мне стал тюрьмой? Так почему же мне близка твоя тоска, твоя тоска? Вечный Париж, лунная даль, и в сердце печаль. Так почему же мне близка твоя тоска, твоя тоска? Так почему же мне близка твоя тоска, твоя тоска?
Спасибо. Ну что, поедем дальше? По другим городам. Сейчас. Сидит. Магомед Арчаков с песней «Молгобек». Сюда не ходят поезда, здесь не журчит в ручьях вода, и знойный ветер треплет нервы проводов. И пыль степная абразивом по зубам, вышки нефтяные, как фантомы тут и там, стоят, касаясь края белых облаков. Между Сагапшами и Москвой лежит, как в поле, камень, город мой. Знать обязан каждый человек столицу нефти, газа и мазута Молгобек. Давным-давно была война, и в прошлом грохот канонад, но эхо той войны здесь бродит до сих пор. Следы окопов, как рубцы, и безымянные бойцы хранят покой и славу этих гор. Между Сагапшами и Москвой лежит, как в поле, камень, город мой. Знать обязан каждый человек столицу нефти, газа и мазута Молгобек. Сагапшами и Москвой лежит, как в поле, камень, город мой. Знать обязан каждый человек столицу нефти, газа и мазута Молгобек. Какой-то странный здесь народ, он сверлит землю круглый год. Такой удел ему, наверное, Богом дан. Буравит ветров вновь и вновь, фонтаном бьет земная кровь, да не иссякнет этот золотой фонтан. Между Сагапшами и Москвой лежит, как в поле, камень, город мой. Знать обязан каждый человек столицу нефти, газа и мазута Молгобек. Между Сагапшами и Москвой лежит, как в поле, камень, город мой. Знать обязан каждый человек столицу нефти, газа и мазута Молгобек. Магомед Арчаков. И следующая песня написана в честь столицы Ингушетии. Магаз! Между морями, черным и каспийским, у снежных скал маня
манящих синевой. Ты как цветок среди лугов альпийских, расцвел рожденный солнцем город мой. Из глубины столетий, словно в сказке, твоя звезда счастливая взошла. Сияешь ты на фоне гор кавказских, как символ мира, дружбы и тепла. От Балтики до Дальнего Востока зовем друзей на праздник добрый час. Я назову вам точный адрес солнца: Россия, Ингушетия, Магаз. Магаз, 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 Магаз. Есть города красивые, не спорю, о них слагают песни с давних пор. Но самый молодой на свете город мой, ты должен стать жемчужиною гор. Между морями, черным и каспийским, у снежных скал манящих синевой. Ты как цветок среди лугов альпийских, расцвел рожденный солнцем город мой. От Балтики до Дальнего Востока зовем друзей на праздник добрый час. Я назову вам точный адрес солнца: Россия, Ингушетия, Магаз. Магаз, 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 Магаз. От Балтики до Дальнего Востока зовем друзей на праздник добрый час. Я назову вам точный адрес солнца: Россия, Ингушетия, Магаз. От Балтики до Дальнего Востока зовем друзей на праздник добрый час. Я назову вам точный адрес солнца: Россия, Ингушетия, Магаз. Магаз, Магаз, Магаз. Эй, все вместе! Магаз, Магаз, Магаз. Эй! Магаз, Магаз, Магаз. Магаз, Магаз, Магаз. От души мы с вами. То, что ты попросил, я в следующий раз подготовлю. Спасибо большое. Тимур Магомедович, мы хотим оставить вас на сцене. Также мы хотели бы сейчас наградить всех наших артистов, которые дарили вам сегодня тепло. Награждается народный артист Республики Ингушетия, художественный руководитель группы «Город Солнца» Дейтов Тимур Магомедович. Магомед Бесланович, можно вас тоже на сцену? Да. За сохранение и пропаганду народных традиций. Ваша творческая
хореография – пример для тех, кто решил связать свою судьбу с искусством. Блестяще начав свою творческую карьеру, вы сразу и навсегда заняли на музыкальном триумфе, подобающее вашему незаурядному дарованию, индивидуальность, которая позволяет вам создавать законченный, надолго запоминающийся образ. Награждается заслуженный работник культуры Республики Ингушетия, руководитель ингушского хореографического ансамбля «Сунжа» Гулиев Умар Магомедович. Заслуженная артистка Республики Ингушетия Ювкурова Алина Руслановна. Аплодисменты! За сохранение и пропаганду народных традиций, за духовный патриотизм, неиссякаемую энергию и активное участие в жизнедеятельности не только Республики Ингушетия, но и полномочного представительства награждается солистка группы «Город Солнца» Кугоева Мадина Салимхановна. Молодые вокалистки Республики Ингушетия Нальгиева Лейла и Нальгиева Лема Башировны. Также для поощрения просим выйти на сцену наш молодой танцевальный ансамбль «Война». Руководитель ансамбля Эбиташвили Ливан, Гаджиев Гапур Мурадович, Мухамедова Нурхан Абдулаевич, Базаганов Ахмед Хусейнович, Базгиева Лилия Ахмедовна, Заурова Марьям Мусаевна, Шигунцова Ольга Сергеевна, Агиева Асет Бекхановна. Аплодисменты нашему танцевальному ансамблю. Также мы хотим пригласить на эту сцену участников команды КВН «Инстайл» Тангиева Лейла Адамовна. Кубиев Салтан Тимурланович. Садаев Рамзан Саидович. Шахмурзаев Абукар Хусенович. Кациев Ислам Исмаилович. Калоев Тимур Мусаевич. Маргиев Чингиз Русланович. Мальсагов Юсуф Магомедович. Базгиева Лилия Ахмедовна. Дорогие друзья, сегодняшний концерт позволил продемонстрировать лишь частицу нашей ингушской культуры. Горцы говорят, что музыка, песня и танец – душа народа. И сегодня вместе с вами с открытой душой и сердцем были Руслан Ужаков и непревзойденная Мадина Дарсигова. Спасибо всем большое. А для заключительной песни мы бы хотели пригласить всех артистов, которые принимали участие в сегодняшнем концерте. И наши студентки бы спели песню Тамары Индиевой «Горская». Аплодисменты! Горянки юность там лишает сна. Она гора бугливая и нежна, как трепетная лань ветерья гор. Она прошла слегка, погубив взор, а сердце мчится вслед во весь опор. Разрыв бровей, как крылья у орла, в глазах родного небо синева. В нем гордый дух и волю несла.
есть.